В Узбекистане постановлением правительства номер 495, принятым 25 сентября, утверждено положение о знаке «Религиозная толерантность». Об этом сообщили в Минюсте страны. Этот знак будет вручаться выдающимся государственным и общественным деятелям, руководителям и видным ученым в религиозной и общественной сфере, работникам государственных организаций и негосударственных некоммерческих организаций, представителям международных организаций, дипломатических миссий, зарубежным деятелям и ученым. В это же время в стране продолжаются антиисламские мероприятия, начавшиеся в сентябре. Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. Параллельно с этим, на состоявшемся 10 сентября заседании правительства премьер-министр Арипов предупредил госслужащих о недопустимости посещения мечетей. Напомним, что ранее сотрудники службы госбезопасности, СГБ, устроили рейды по частным образовательным учреждениям, специализирующимся на обучении языков. От руководства практически всех частных учебных центров Ташкента потребовали либо убрать курсы арабского языка, либо повысить цены на курсы арабского языка, тем самым сделав их недоступными для населения. Также силовиками были заявлены и другие требования для дальнейшего функционирования частных учебных центров. Носящие бороды сотрудники учебных центров должны сбрить бороды. Мальчики и девочки обязаны обучаться в смешанных классах, а ученицы в хиджабах должны повязать платки назад. Кроме того, руководители образовательных центров обязали поменять исламские названия на нейтральные, убрать со всех стендов фотографии женщин в хиджабе и мужчин с бородой, а молельные комнаты в центрах переоборудовать в дополнительные классы. 27 yillik qora siyosat bugun hech o'zgarmadi, ya'ni xuddi shunday qanday bo'lsa shunday davom etyapti.